Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». Она выходит одновременно на телеканале НВК Саха и на радио Тетим Саха Раджата. За режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона ведущая Любовь Сыровацкая. Тема сегодняшнего эфира работа городского общественного транспорта. И сегодня у нас в студии в гостях Эдуард Юрьевич Садовников, начальник департамента дорожной инфраструктуры и транспорта окружной администрации города Якутска, и Андрей Владимирович Косицкий, директор некоммерческой организации «Союз авто». В первую очередь, Эдуард Юрьевич, обращусь к вам. Расскажите, пожалуйста, для наших слушателей, по какому принципу устроена маршрутная схема движения автобусов. Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемая Любовь Дмитриевна. У нас на сегодняшний день на территории города Якутска организован общественный транспорт следующим образом. Есть два основных предприятия, которые проводят, ведут общественный транспорт у нас в городе Якутске. Это муниципальное предприятие ЕПАК и некоммерческая организация «Союз авто», то есть частные перевозчики. В целом у нас в городе Якутске всего 24 маршрута, то есть, из них 15 городских маршрутов осуществляется частными перевозчиками, и 3 городских маршрута осуществляется муниципальным предприятием ЕПАК, и 7 пригородных маршрутов также осуществляется муниципальным предприятием ЕПАК. Кроме того, у нас имеется 5 временных маршрутов, это так называемые дачные маршруты и маршруты, которые у нас организовываются в рамках национального праздника СЭХ. У нас ежедневно на линию выходят по всем городским и пригородным маршрутам до 290 единиц техники каждый день, независимо выходной или не выходной. В целом исполнение у нас по перевозкам составляет по городским маршрутам исполнение перевозок, движения автобусов по городским маршрутам 95%, по пригородным маршрутам порядка 99, почти 100%. За 9 месяцев текущего года уже перевезено свыше 30 миллионов пассажиров, из них свыше 4 миллионов, почти 5 миллионов перевезено предприятием ЕПАК по пригородным маршрутам, и оставшиеся чуть больше 26 миллионов пассажиров перевезено частными перевозчиками по городским маршрутам. Спасибо большое. Сейчас, Андрей Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, сколько всего городских маршрутов у нас существует на территории городского округа город Якутск, и достаточно ли оснащены технически и водительским составом? Здравствуйте всем. На данный момент у нас порядка, вообще общий парк у нас составляет 430 машин. На сегодняшний день ежедневно мы выпускаем 270 машин. Это в городе. Помимо ЕПАКа, Эдуард Юрьевич сказал, что 290 в целом в совокупности мы выпускаем машин на линию. Технически оснащены, автобусы у нас все технически оснащены, потому что у нас этот вид деятельности лицензируется, там есть определенные требования, поменялись федеральные законы, требования тоже повысились очень на сегодняшний день. Мы все тоже прекрасно видим, что у нас идет замена парка. Ежегодно мы получаем автобусы, у нас есть хорошие программы сделанные, и в плане того, что автобусы технически, конечно, утром они проходят врача, медика, механика, как положено, то есть все в таком плане технически оснащены все автобусы. А уборки автобусов насколько часто проверки проходят? Уборки автобусов, проверки раз, наверное, в 2 недели, в зависимости от, допустим, от погодных условий, чаще проверяем, чтобы они у нас не были внутри грязные и снаружи грязные. Так ежедневно практически уборка салона проходит ежедневно после рейсов. Эдуард Юрьевич, а планируется ли в будущем расширение маршрутной сети или изменение маршрутов? Да, я ранее неоднократно говорил, что мы в 2023 году начали научно-исследовательскую работу, которая была завершена в 2024 году по модернизации нашей маршрутной сети. Эта работа была включена в мастер-план города Якутска и также была включена в долгосрочный план развития якутской городской агломерации,
которая была утверждена постановлением правительства Российской Федерации. В рамках мероприятия модернизации, значит, у нас предстоит обновление всего автобусного парка частных перевозчиков и предприятия ЕПАК. Здесь надо отметить, что предприятие ЕПАК уже мы полностью все автобусы обновили, там нет старых автобусов, полностью все новые автобусы большого класса. Сейчас мы планомерно ведем работу вот начиная с 2022 года совместно с Минтрансом Республики и правительством Республики Саха-Якутии по обновлению общественного транспорта. Всего нами было обновлено уже на сегодняшний день 124 единицы автобуса. Да. Как я сказал, ЕПАК мы полностью уже обновили. Часть автобусов была закуплена, в том числе в прошлом году 19 новых автобусов марки «Волгабас», которые сейчас курсируют по городским маршрутам. Это автобусы среднего класса, практически большого класса, низкопольные автобусы, которые оснащены дополнительными отопителями, остекленением, низкопольные, имеют доступ к пассажирам маломобильных групп населения, то есть, да, имеются пандусы оборудованные специальные. И в этом году нам вот при поддержке также и Министерства транспорта, правительства Республики Саха-Якутия, наших депутатов Якутской городской думы, которые проголосовали за решение помочь в приобретении в лизинг автобусов, 50 автобусов, значит, в этом году марки «Волгабас». Это уже практически автобусы тоже большого класса, вместимостью до 65 пассажиров, то есть сидящих и стоящих. Мы, значит, помогли приобрести. Вот сейчас первоначальный взнос буквально недавно сделали по закупку этих автобусов. Сейчас эти автобусы изготавливаются. К 31 октября планируется значит, изготовление порядка 35 автобусов, и до 15 декабря остальная часть автобусов уже вся должна прибыть на территорию городского округа город Якутск. И с учетом постановки на учет их и так далее, оформления паспортов безопасности, они уже с Нового года выйдут на автобусные линии. Сразу здесь скажу, что все автобусы будут равномерно распределены между всеми 5 лотами, то есть между всеми маршрутами городскими, то есть, да, чтобы каждый житель города Якутска почувствовал появление новых автобусов. И в целом мы эту работу, конечно, будем планомерно проводить по обновлению. У нас еще впереди, в целом до 30 года мы должны закупить порядка 200 автобусов еще дополнительно. Идем по плану, по мастер-плану нашему, утвержденному президентом. Поэтому в этой связи мы постепенно будем переходить ко второму этапу изменения маршрутной сети. Мы в прошлом году сделали большую работу. Значит, да, в целом заключили новые контракты с частными перевозчиками, полностью переработали весь контракт, значит, да, разделили все маршруты по лотам. То есть это дало нам вообще в целом установило такой баланс и порядок, да, в маршрутах, когда они раньше если не могли друг друга заменять, да, поскольку были разделены, конкуренция определенная, то сейчас по 3 маршрута в каждом лоте находится, да, равномерно. И в случае, если у одного из маршрутов случается проблема, а они случаются, это техника и ломается бывает, то есть они друг друга заменяют, помогают и тем самым выравнивают, стабилизируют ситуацию на том или ином маршруте. И мы это видим, цифры не врут, да, цифры не обманешь. У нас исполнение после ноября прошлого года, после проведения первого этапа реформы, исполнение в среднем 95%. До сегодняшнего дня оно держится. То есть, да, есть ряд нюансов, да, конечно, проблемы есть. Я не говорю, что проблем совсем нету в части переполнения автобусов по определенным маршрутам, но мы эту работу ведем, то есть нам нужно заменить все автобусы марки ПАС на новые автобусы-вместители, что мы сейчас, в принципе, планомерно делаем. И считаем, что уже к 30 году все автобусы мы обновим, и проблема с переполнением уже не будет. По интервалам мы уже практически сократили, да, 95%, 5% оставшихся это у нас естественный
так скажем, такой зазор, да, это когда автобусы сходят с линии, кто-то ушел, заболел, на больничный ушел, да, пробки, ДТП в том числе, да, вот это естественные 5%, а так 95% все ездят как часы, да, есть определенные моменты, да, когда действительно вот период вот гололеда и так далее, снегопада, да, пробки образуются, машины медленно ездят, не переобулись там. Поэтому несколько автобусов, несколько маршрутов застревает, бывает. Люди, конечно, жалуются на это. Мы пытаемся объяснить им, что ситуация находится под контролем, что автобусы все на линии находятся просто в пробке. Поэтому в целом в части дорожной деятельности мы и в части светофорных объектов это регулируем. Скоро у нас ИТС заработает, и поэтому, я думаю, мы градус по пробкам уже со следующего года полноценно, ударно снимем. Что касается вот изменения маршрутной сети, то без новых автобусов нам к второму этапу не подойти. То есть нам для того, чтобы перейти ко второму этапу изменения маршрутной сети, и то, что я говорил ранее, введение нового типа маршрутов, это вид магистрального маршрута, вид подвозного маршрута и разделение маршрутов на территориальные сегменты север и юг, да, о чем мы постоянно говорим, Евгений Николаевич, это и постройка нового автовокзала в северной части, и в южной части ТПУ, транспортно-пересадочного узла. Мы к нему подойдем полноценно только если у нас будет достаточное количество больших автобусов, чтобы вывозить весь народ, наше население, поскольку если мы сейчас изменим его ко второму этапу, маленькими автобусами, к сожалению, мы не справимся, пока еще недостаточное количество. Поэтому важно сейчас планомерно идти закупки и обновление автобусов новых. И вот для уточнения, да, вот эти вот новые автобусы, 50 штук, которые с нового года выйдут на линию, это пойдут на замену или в дополнение уже существующим машинам? Конечно, они пойдут на замену, да, поскольку, тут, что греха таить, автопарк устарел, да, и он уже, вот как Андрей Владимирович сказал, новые ГОСТы, новые критерии, правила по перевозкам, да, они и к ним применяются, да, но как бы у нас другого иного выхода пока нету, поэтому мы пока используем эти автобусы, но, конечно же, автопарк устарел, и он уже критериям перевозок общественным не подходит, да, даже по тем же фактам, таким, когда нету пандуса, да, и автобус не низкопольный, и как человеку-инвалиду с коляской пройти в автобус, то есть, да, даже таким моментом. И по вместимости также, да, у нас определенные критерии есть, поэтому мы, конечно, должны к этому серьезно подойти и быстрее переходить к большому классу автобусов. И, естественно, мы будем их планомерно, да, то есть не в ущерб нашей маршрутной сети, мы сразу с реестра не удалим там большое количество автобусов, конечно, это будем планомерно идти, и причем у нас автобусы-то обновляют сами предприниматели, частники, то есть они свои старые пазики ставят уже, как говорится, на заслуженный покой и переходят на новые автобусы, которые менее часто ломаются, да, они на метане, то есть менее затратные, да, там может быть и ремонт дорогостоящий, это как бы вперед идем, все привыкаем. Есть вот в этом и с Волгобасом мы в прошлом году, да, у нас там были и новые болячки, с которыми мы никогда не сталкивались, это новый автобус, но завод-изготовитель в принципе с нами плотно работает. Техника тоже уровень у нее повышается. Повышается, да. Привыкаем, я думаю, со временем и к этой новой технике привыкнем, и, конечно, она себя в принципе за зиму хорошо показала, и люди радуются, и кондиционеры там есть, да, особенно когда вот на СЭХ ехали, да, пробки же страшные, вот, и кондиционеры помогли, и дополнительные отопители, и места много, да, то есть людям удобство, конечно, очень хорошее доставило. Хотелось бы еще, Эдуард Юрьевич, добавить, что у нас маршрутная сеть, она в любом случае будет меняться, потому что город растет, да, и очень быстрыми темпами. Новые микрорайоны у нас открываются. Как бы вы заранее вот с Эдуардом Юрьевичем тоже уже планируется, допустим, микрорайон строится, уже закладываются те же самые остановки, все остальное. Вот есть вопросы, как бы возникали у жителей наших, почему остановки есть, а автобуса нет, вот, допустим, по Юрийскому переулку. Сейчас там наполовину асфальт сделан, но когда-то, если его заасфальтируют, грубо говоря, там в любом случае нужно будет пускать автобус, доступность должна быть. То есть эти планы, конечно же, мы учитываем постоянно, да, вот у нас почти 400 тысяч населения, поэтому
учитываем, хотелось бы лучше, быстрее, да, если была бы возможность, но планомерно к этой задаче мы идем. А водители-то чувствуют разницу, да, работы на пазиках или на волгобасах? Да, водители, конечно, чувствуют. Вот у нас, допустим, вот эти вот волгобасы, которые почему как бы перешли на эту модель марки, она с коробкой автомата у нас идет. Поэтому там водитель, естественно, там не надо дергать, постоянно выжимать сцепление и все остальное прочее. То есть и салон комфорт, место водителя, оно уже стало гораздо комфортнее, чем на старых моделях автобусов. А девушки у вас есть водители? Девушки, да, есть у нас водители. Сейчас, правда, я не знаю, девушка наша работает, не работает, как у нас уже порядка, я не знаю, 5 лет, наверное, девушка работала. Она раньше на 25-м работала, сейчас на 4-ке, по-моему. Эдуард Юрьевич, мы как раз вот затронули тему обращений и жалоб пассажиров, да, и горожан. Знаю, что с прошлого года работает колл-центр в департаменте. Вот сколько примерно обращений поступает в день, за неделю, с какими жалобами обращаются и как решаются эти проблемы, насколько быстро? Да, прежде всего нужно понимать, что пассажиропоток в летнее, осеннее, зимнее время, он разный. Да? Если летом там у нас перевозится порядка в сутки 70 тысяч человек, да, там 65 тысяч человек, падает до 50 тысяч человек, то зимой это до 200 тысяч человек. То есть, понятно, люди ставят машины на зиму, это больше людей ездит, да, и ребятишки ездят и так далее. Поэтому, конечно, обращений больше. Мы поэтому летом колл-центр наш работу приостанавливали, да, поскольку почти обращений не поступало. И вот с осени традиционно, когда очень много людей начинает двигаться на автобусах, мы возобновили работу заранее нашего колл-центра. В среднем у нас в сутки поступает на настоящее время 5-7 обращений, да, в неделю там 46, 47, 45 обращений поступает. В основном поступают вопросы с консультациями, то есть куда автобус этот едет, на каком маршруте мне куда-то ехать. Также у нас есть в топ-3, это у нас по последние дни по интервалу движения, то есть, да, там порядка 5 жалоб из этих 46, 5-7 по интервалу движения. И жалобы бывают также, да, и в том числе и на водителей бывает, да, что греха таить. У нас колл-центр тесно работает с центральной диспетчерской службой и с директорами маршрутов. У нас оперативная группа создана с прошлого года, она 24/7 работает, в том числе в выходные дни. У нас колл-центр и в выходной день тоже работает, да, то есть принимает звонки и обращения. И оперативно связываемся с директором маршрута. Если это грубое нарушение, водитель сразу снимается с линии. Если я свободен или руководитель МКУ городская дорожно-транспортная служба свободен, заместители, вызывается этот водитель туда, сразу же проводим беседу. Ну, Андрей Владимирович знает, да, в том числе и сам приходит. Мы периодически это делаем. То есть, да, если это грубо, водитель отстраняется, тем самым получает тот штраф, то есть он, если не работает, он не зарабатывает, да. Кроме того, у нас контрактом предусмотрены и штрафные санкции, да, определенные, которые также применяются, претензионная работа. Здесь это текущая работа, которая системная, мы ее выстроили с прошлого года, это постоянная работа, и у нас самое главное правило, это мы должны отреагировать, вот я своим специалистам даю, в течение часа мы должны полностью отработать, будь это звонок, будь это социальная сеть, мы обязательно должны перепроверить, потому что не всегда жалоба может быть подтверждена, то есть может быть был какой-то конфликт или это специально сделано, такое тоже было и есть, да, у нас очень много жалоб, которые в средства массовой информации поступают, они не подтверждаются, к сожалению, записями видеокамер и так далее, и так далее. То есть совсем по-другому, не так, как говорят некоторые люди, да, поэтому проверяем и объективно мы быстро реагируем. То есть эта работа поставлена у нас на поток. Ну и давайте напомним, наверное, номер телефона колл-центра. Да, 300-900, короткий номер. Находимся по адресу проспект Михаила Николаева, 11. Третий этаж у нас находится на третьем этаже отдел транспорта. Все можете подойти с понедельника по пятницу. У нас постоянно там сотрудники имеются. Центральная диспетчерская служба, там тоже она принимает жалобы также.
42, 48, 14. Мгм. Дорогие радиослушатели и телезрители, через несколько секунд буквально мы прервемся минуты на 4 на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Тема сегодня у нас животрепещущая, касается, напомню, работы городского общественного транспорта. Дорогие радиослушатели и телезрители, напоминаю, что в эфире передача «Якутск сегодня» и тема нашего эфира – работа городского общественного транспорта. У нас сегодня в гостях, напомню, Эдуард Юрьевич Садовников, начальник департамента дорожной инфраструктуры и транспорта окружной администрации города Якутска, и Андрей Владимирович Косицкий, директор некоммерческой организации «Союз авто». Эдуард Юрьевич, вот наступают холода, и становится необходимым и актуальным тема работы теплых остановок. Сколько всего теплых остановок в городе, как они работают, открылись ли новые остановки в этом году? Спасибо за вопрос. У нас всего на территории города Якутска 51 теплая остановка муниципальная, не считая 26 частных теплых остановок, работающих, ну, там, как продуктовый магазин и так далее, оказывающих там такие пассажирские, значит, для пассажиров места. У нас на сегодняшний день из 51 остановки работает 49. Одна остановка у нас находится на ремонте, то есть, да, по электролинии, то есть, да, при запуске обнаружились, ну, как говорится, безопасность превыше всего, значит, поломки в линии электропередач, поэтому сейчас в срочном порядке там работы эти ведутся. И одна остановка у нас была перенесена в связи с ремонтом на улице Хабарова. Получается, сейчас ее уже на место поставили, сейчас подключат, она тоже заработает. Ну и вот не сказал еще про одну остановку. Вот она работает, как бы мы ее открыли по улице Мерзлотная, но жители просят, чтобы мы ее переставили на другую сторону для удобства их, да. Сейчас вот мы как раз-таки ведем работу по получению этих условий. Сейчас эту остановку переставим, и она заработает как удобно для пассажиров. В этом году плюс к 51 остановке мы запланировали обустройство дополнительно 10 теплых остановок, 7 из которых уже стоят на территории города Якутска. Сейчас Якутскэнерго мы также получаем тех условий для подключения электропитания, и ну, буквально там в ближайшее время они уже откроются, да. И 3 остановки, значит, дополнительно вот были проблемы с устройством теплых остановок, надо сказать сразу же, как есть, да. Вот 10 мы проводили аукцион, то есть, да, и 2 подрядчика справились со своей задачей, 1 подрядчик не справился, то есть у него на окончание срока выполнения работ меньше 30% было, да, то есть изготовление этих остановок мы вынуждены были расторгнуть контракт и заново бить контракт. Вот сейчас выиграла новая там организация, и в течение месяца она должна 3 остановки эти поставить. В целом мы уже поставили из новых теплых остановок. Это долгожданная остановка для детишек на Речевой школе, да, на Конечной. Это в Залоге, очень давно просили, значит, теплую остановку, мы ее поставили. Это на Крестьянском рынке, там очень такое людное место, постоянно люди стоят. На сквере Матери, я почти каждый день там проезжаю, очень много людей стоят. Мы поставили теплую остановку. Также поставили вот, на перекрестке с Кальвица и Бестужево-Марлинского теплую остановку. Там рядом поликлиника стоит и школа есть, да. То есть там поставили теплую остановку. И предстоит еще поставить теплую остановку у нас на долгожданную также для жителей в районе Манитах. В районе Манитаха в сторону города теплую остановку поставим. На областной больнице теплую остановку поставим мы также. И мы вот поставили еще весной текущего года остановку возле гериатрического центра. Гериатрия называется остановка. Уже там стоит. В ближайшее время они все запустятся. Остановки новые, оснащены дополнительной защитой стекол, да, от вандализма. Камеры мы поставили туда, интернет подключили с доступом к правоохранительным органам, то есть, да, правоохранительные органы будут онлайн смотреть за этими, значит, остановками, для того, чтобы там не было скоплений каких-то людей, пьяных и так далее, которые постоянно вандалят. Мониторы там будут стоять, туда будет подключен также умный транспорт.
для того, чтобы жители посмотрели, когда у них автобус будет подъезжать и какой автобус, через какое время. Кроме того, остановки оснащены магнитными дверями с таймерами и будут в автоматическом режиме. Мы сейчас переводим все остановки в автоматическом режиме. В 6 утра они будут открываться и в 11 часов будут закрываться. То есть, если раньше мы остановки открывали вручную, ну и сейчас некоторые остановки мы открываем ключом. То есть, да, это делает человек. Очень много времени это тратится, поскольку остановки стоят по всему городу Якутску, в том числе и в пригородах, в Табаге. То есть сейчас мы полностью переходим на эти магнитные таймеры, но тут, конечно, есть один нюанс. Когда мы вот установили таймеры на первых остановках, начали скапливаться, те же самые бомжи, то есть, да, ночевать, разбивать все это дело. Поэтому мы сейчас стали подключать к интернету, то есть, да, с камерой сразу же напрямую подключенную к дежурной части МУМВД России Якутска, чтобы сразу они незамедлительно реагировали. И сталкивались с такими, что там наши уборщицы, когда убирают остановки в вечернее время, там находятся такие вот лица, и приходится там звонить в полицию и так далее, чтобы сразу онлайн видели и быстро реагировали. В принципе, эта работа у нас ведется. И у нас есть муниципальное предприятие ЯПАК, которое обслуживает в основном пригородные маршруты и межмуниципальные. Да? Сейчас, кстати, сколько вот межмуниципальных у нас есть маршрутов, да, вопрос, и о текущей работе и планах ЯПАКа немножко. Да, действительно, у нас ЯПАК осуществляет перевозку всех дачных маршрутов, НСХ, выставляют они маршрут, как и наши частные перевозчики, 3 городских маршрута и 7 пригородных маршрутов. И также 5 межмуниципальных маршрутов. Это, значит, Горный район, это Покровск, Намцы и Чурупчу. Да, ездят автобусы. Организатором этих перевозок является Министерство транспорта Республики Саха-Якутия, организует эти перевозки. В целом по ЯПАКу у нас мы по поручению главы города Якутска ставили для себя задачу и ставим для себя задачу заходить на городские маршруты, делать новые маршруты для населения. Первый маршрут был, который запущен по поручению главы, это маршрут номер 100, магистральный маршрут, который курсирует практически прямолинейно с медцентра до аэропорта. Людям очень полюбился. Это прямой маршрут, быстрый, красные новые автобусы большие, всегда очень много места. Вот. Далее мы приняли маршрут номер 1, который раньше осуществлялся частными перевозчиками. Там были, конечно, и определенные проблемы, но мы этот маршрут взяли на себя, и сейчас его исполняет полностью муниципальное предприятие ЯПАК. Автобус этот мы также маршрутно направили в новый микрорайон Звездный, и это не конечный результат, то есть, да, почему именно однерку, потому что важно было, очень много людей живет, переселенцы, им новые большие автобусы, чтобы всех их оттуда вывести. И мы в прошлом году, как раз-таки вот подарок автодорожному округу, вот южной части города Якутска, люди давно просили, и пригородное село, как маршрут, вот улица Птицевод, дорогу построили, они говорили всегда. 2 года автобуса не было, и вот наконец-то мы им запустили новый 11-й маршрут, да, который соединяет вот их пригороды. И он также соединяется с так называемым нашим сейчас транспортно-пересадочным узлом, да, это в медцентре, где у нас очень много маршрутов ездит, и человек может спокойно оттуда сделать пересадку, в любую точку города уехать, то есть, да, и также соединяется у нас, получается, автодорожный округ с пригородным районом. В пригороде тоже курсировал только один маршрут, и то, который двигался с Хатасов, то есть, да, понятное дело, он был переполненный, поэтому просили дополнительный маршрут, да, частный сектор, мы строили новые дороги, построили новую дорогу там, и автобус, конечно, требовался, и мы этот автобус им дали. Да, были проблемы в целом в части добавления автобусов на 11-й маршрут, но проблема была в том, что просто график был неподходящий. Мы встретились с руководителем управы пригородного, с населением встречались, и то время, которое они сказали, мы это время подкорректировали, и люди стали попадать уже под автобус
уже, потому что там всего у нас ездит 4 автобуса, да, 4-2 автобуса, поэтому длительное ожидание было там и по 30, по 40 минут. К сожалению, пока из тех сил и средств, которые у нас есть, это максимум, но не конечный результат. В целом у нас сейчас по 11 маршруту есть также по пожеланиям жителей пригородного и жителей того же Птицевода, да, обращения поступали в этом году, чтобы этот автобус заезжал в какую-то центральную часть города, в том числе, да, чтобы максимально меньше было пересадок у людей. Ну, сейчас мы думаем, как это можно будет сделать, делаем расчеты все определенно, и думаю, в скором времени к этому придем. А вот когда будет вот одна магистраль, вот это вот к концу подойдем транспортной реформы, вот как бы по кольцу будут ездить, да? Евгений Николаевич не раз на встречах с населением рассказывал о том, что будет внедрена система оплаты типа тройки, да, если там в течение часа, например, по одной бесплатная оплате. пересадка, да, это будет возможно, опять же. Первое условие – это нам нужно больше новых красных автобусов, поэтому и частные перевозчики наши и закупают, в том числе автобусы большого класса, не среднего даже, а большого уже класса, да, большой вместимостью. Это для того, чтобы они могли вывозить на магистральных маршрутах прямолинейных. То есть, да, сейчас как? Вот у нас маршрутная сеть, я вот не раз говорил, там с 90-х годов не менялось, да? Изменения претерпевали только, вот если посмотреть объективно, только в части удлинения маршрута. То есть появился новый район, какой-то маршрут взяли, по пожеланиям людей удлинили, да. Понятное дело, маршруты так удлинились, да, что в одну сторону у них стало там по 30 километров, туда и обратно 60 километров. То есть, да, соответственно, чтобы выдерживать интервал в таком 30-километровом, нужно очень много автобусов, да. Мы понимаем, что и у нас и пробки большие, да, и сколько бы автобусов туда как бы не влить, но все равно из-за пробок, из-за объективных каких-то причин интервал все равно не сможет удерживаться. И тут у нас такая работа, знаете, не только в части автобусов, да, изменения маршрутной сети, постройки новых транспортно-пересадочных узлов, мы должны навести порядок в центральной части города. Поэтому мы чтобы разгрузить, да, поэтому у нас есть проект платных парковок, да, разгрузить центральную часть города. Поэтому мы хотим и пересадочные узлы на север и юг, чтобы центр обилия. Очень много маршрутов в центре стоят. Просто стоят в пробках, теряя вот это время драгоценное, интервал движения, да, пробку стоять. И поэтому очень важно переносить автовокзалы на север и юг, для того, чтобы и для перевозчиков был плюс в плане того, что они пустыми не будут нулевые пробеги делать, да. Вот сейчас представьте пример, чтобы сделать первый рейс с Кангаласов, автобусу нужно проехать больше 30 километров, да, больше 25 километров, да, пустым просто. Это нулевой пробег, который ложится на предприятие ЕПАК. Это я вот только один маршрут сказал. То же самое и вот у частных перевозчиков, да, очень много нулевых пробегов. Поэтому важно концентрацию в транспортно-пересадочных узлов, чтобы снизить вот эти нулевые пробеги. Соответственно, здесь уже можно будет подумать о снижении даже тарифа, потому что вот этот затраты перевозчика, они ложатся в тариф. То есть бензин и так далее, и так далее. Если нулевых пробегов будет меньше, соответственно, и тариф у людей будет не такой большой. Мы дольше будем сохранять, так сказать, низкий. Дольше будем низкий тариф сохранять, что очень, конечно, хорошо для пассажиров. Это простая арифметика. Кстати говоря, о тарифах, да, в городе Якутске, по-моему, самый низкий тариф по Дальнему Востоку, это точно. И даже в городе Москва я была, и там тоже и троллейбусы, и автобусы очень дорого стоят. Как сэкономить пассажирам, потому что мэр города не раз говорил и рассказывал, как можно сэкономить на тарифах и сколько стоит, допустим, безналичный, наличный расчет. У нас, тут и Андрей Владимирович меня если что подправит, у нас в Якутске установлен дифференцированный тариф. То есть, да, у нас нет единого тарифа там, да, почему-то вот, население в основном смотрит только тариф за наличку. Как раз таки по анализу нашему многолетнему, каждый год мы его делаем, за наличку каждый год снижается количество людей. В основном, это
порядка там 10%, там чуть больше может быть, да, очень мало, и снижается каждым. Люди пользуются банковскими картами и так далее, и так далее. И у нас и очень много есть, и карты жителя Якутии есть, да, где там по 33 рубля за поездку, да, у нас есть и спутник карты, да, у нас есть и несколько, 3 вида проездных билетов, в том числе там и для пригородных маршрутов, где за поездку 25 рублей надо, 950 рублей, по-моему, 1200, Да, 25. да, 25 рублей за одну поездку, да, то есть это очень... экономия да, колоссальная получается. Экономия колоссальная, такого нигде нету. Мы пытаемся это рекламировать всячески, да, но все-таки, ну, не знаю, люди у нас, ну, пользуются ими проездными, да, но все-таки очень мало людей пользуются, поэтому призываю, конечно, покупать проездные, это гораздо дешевле, да, гораздо дешевле, и даже если они там 2-3 поездки там сгорят, это не сгорят там 52 рубля, 100 рублей там, и так далее, то есть за поездку, ну, не так сильно это отразится вообще в целом на экономике нашего жителя. Просто надо как бы вот, планировать свои поездки, так скажем, за месяц. Не жить одним днем, там, сели, поехали, а вот месяц примерно предполагаете, сколько вы поездок сделать, то есть там разные тарифы. То есть, и понятное дело, что чем больше вы будете ездить на автобусе, тем меньше будете платить, так скажем. Вот это проездные. А то, что как бы среднего тарифа касается, вот на сегодняшний день у нас за наличку и по банковской карте там 45 рублей проезд, а по той же карте жителя Якутии вы можете по 33 рубля. Как бы, и там причем, что не сгорает, ни деньги не сгорают. Да, не сгорает. Вы вообще там количество ограничений поездок у вас нету. То есть вы в любой момент можете воспользоваться. Тем не менее, жизнь наша каждый день дорожает, в том числе и топливо, и запчасти, наверное, Да, сейчас конечно. очень дорогие, да. А в ближайшее время повышение тарифа на городском транспорте предполагается или нет? К чему быть готовым? В этом году точно нет, да, но в целом работу по тарифам, откровенно говоря, ну, по всей России, по все города, да, все проводят, везде проводится повышение, поскольку, ну, чудес не бывает, как Евгений Николаевич часто говорит, чудес не бывает, все действительно дорожает, да, вот у нас даже, вот, если по статистике посмотреть, топливо подорожало 2 раза выше инфляции, да. Понятно, у нас автобусы на газу, на метане, не бензин, то есть, да, но логистика, удорожание товаров, запчастей, оно удорожало, вот оно бьет на тариф. Вот когда люди говорят, что там бензин подорожал, не метан подорожал, вот, и много-много другое. И МРОД повышается, и в целом качество услуг мы стараемся повышать, да, автобусы, за лизинг нужно платить, то есть, поэтому... Даже в таких тяжелых условиях, так скажем. В этом году точно тариф не будет подниматься, но эту работу мы планомерно ведем. Будем вести все равно. Дорогие радиослушатели, телезрители, мы сегодня затронули очень животрепещущую тему для всех горожан. Это работу городского общественного транспорта. Напомню, сегодня у нас в гостях был Эдуард Юрьевич Садовников, руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта окружной администрации города Якутска, и Андрей Владимирович Косицкий, директор некоммерческой организации «Союз Авто». Спасибо вам большое, что сегодня уделили время и рассказали подробно. Спасибо тоже. До свидания. До свидания.